Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что вот-вот случится с вами, что вот-вот случится в вашей жизни. Самые важные и горячие события вашего порога. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, вот-вот. Вы знаете, очень много неожиданностей. Ну, прям неожиданности и внезапные события. И вы каждый раз удивляетесь, как будто бы вы ребенок, и думаете, ничего себе, а разве такое может быть? Или вы думаете, неужели это правда? События как во сне, да? Ну, давайте начнем с того, что кто-то скоро объявится. Причем кто-то, о ком вы думаете, кого вам не хватает, либо кто вам не безразличен, да? Вот этот человек, он объявится. Тут либо звонок от этого человека будет, то ли смс-ка, то ли лично, да, этот человек придет. И вы знаете, этот человек придет не с пустыми руками. Этот человек вам может принести как и угощение, так и подарок. И у кого-то еще отыграется серьезный разговор, да? Серьезный разговор, основательный разговор. И этот разговор, он будет вам приятен. Да? Приятно. Вам будет приятно общаться с этим человеком, и вам будет нравиться то, что говорит вам этот человек. Смотрите, у кого-то это любовная тема, а у кого-то это тема там, работы, родственных отношений, да, вот как приятель, может, приятельница. Вот ждите, как гость на пороге, и не с пустыми руками этот гость придет. И даже если этот гость принесет, как я уже сказала, какие-то подарочки, угощения, вам тоже это будет приятно. Да? Скорее всего, что-то ваше любимое, либо то, что вызовет у вас прям откровенный восторг. Дальше, мои хорошие, вот тут показано удачное стечение обстоятельств, и вы этим воспользуетесь. И даже если сами не поймете, то вас кто-то подтолкнет, а может кто-то укажет, скажет, вот сейчас лучшее время, да, бери, делай, да, либо участвуй, предпринимай что-то. Но у кого-то отыграется, что вы сами уже это все прекрасно поймете и моментом воспользуетесь. Вас показывают на волне, на гребне волны. То есть таких удачных обстоятельств уже давно не было. И вот, пожалуйста, вы на гребне волны. Но точно не пропустите. У кого-то это связано с работой, карьерой, с бизнесом, да, а у кого-то связано с общественной жизнью, с личной жизнью, возможно, да, с достижением желаемого. Вот вы на гребне волны, и пока эта волна идет, да, набирает водичку, силу набирает, у вас все будет получаться. Прям очень удачное стечение обстоятельств. Дальше, мои хорошие, я вижу стол, накрытый стол. И за этот стол усаживаются люди. Но люди не простые, а как будто бы как избранные, что ли, да, прошедшие проверку, либо доказавшие свою состоятельность. И одно из мест за этим столом, оно для вас, как зарезервировано уже для вас. Может быть, вас уже пригласили, да, а вы думаете, идти, не идти, стоит, не стоит. А возможно, вас еще позовут и пригласят. И вам, конечно же, нужно согласиться. Вот люди как будто бы элита, да, и вы с ними за одним столом сидите. Вы становитесь тоже частью этой элиты. Может быть, это какое-то закрытое общество, может быть, это какое-то комьюнити, куда просто так с улицы не принимают, не берут. Но для вас там место уже зарезервировано, и вы будете сидеть за этим столом. Также за этим столом очень много что может решиться. Причем решиться как-то легко, играючи, без какого-то надрыва, без какого-то напряжения. Просто достаточно сказать, что вам нужно, либо чего бы вы хотели, либо в чем ваша проблема. Да? Там такие люди будут, которые просто по щелчку пальцев все решают, все добывают, все делают, со всеми договариваются. Вот как бы эффект такой идет, да? Эффект силы.
обязательно идите, ни в коем случае не пропускайте, иначе больше как могут и не позвать. Да, могут и не позвать. А люди скажут, что люди стремятся, годами ждут, а ты нос воротишь. Нет, нет, тогда мы тебя больше не позовем. Но, возможно, кто-то для вас этого добьется, да, может быть, какой-то знакомый, знакомая, а может быть, вас действительно выбирают среди других людей и именно вас приглашают и садят за этот стол. Вот, не пропустите. Кстати, почему-то мне еще идет как знакомство с какими-то родственниками. Может быть, да, родственники. Может быть, и не родственники, да, просто такое сообщество людей, как семья. Люди настолько близки, настолько друг другу помогают, вот как семья, похоже еще. Дальше, мои хорошие. Вот-вот, и как что-то будет объявлено. И вы знаете, то, что будет объявлено, оно приятное не только для вас, но и для других людей. Какое-то приятное объявление. Может, на работе будет приятное объявление, да, скажут, что больше зарплата будет, да, повышение зарплаты. Либо скажут, что там, сокращение рабочего дня. Но какое-то приятное объявление. Да, может быть, это и не с работой связано, может, это связано с чем-то другим. Но вам точно понравится это объявление. Очень долго будут люди муссировать, обсуждать, рассуждать на тему этого объявления. Но недовольных точно не будет. Наоборот, все будут довольны, всем будет нравиться, всем будет приятно. Приятно, что вот такое вот происходит. Кстати, это может быть и какое-то политическое решение, да, решение на уровне государства. Приятное всем не идет. Дальше, мои хорошие, показывают человека, который к вам руки тянет. Руки. Ну, то ли познакомиться с вами хочет, то ли подружиться, то ли как-то повзаимодействовать. Человек высокий, человек сильный, и у человека, ну, достаточно крупная голова. То есть подчеркивается ум этого человека, сообразительность, интеллектуальные способности. С этим человеком вы точно многого добьетесь, либо благодаря этому человеку. Вот как-то ваше взаимодействие, ваше общение, коллаборация очень много позитивного принесет. Вам двоим принесет. Вам с вашей стороны, тому человеку с его стороны. Но человек первый протянет к вам руки. Это не одна рука, это сразу две руки, понимаете? Ну, две руки открыть, это значит объятия открыть, да? Двумя руками за вас будет держаться этот человек. Но неплохо. Очень даже и неплохо. С левой стороны показывают женщину и мужчину. Они все дальше и дальше друг от друга отдаляются, отворачиваются друг от друга. Эти люди, то ли они в чем-то виноваты перед вами, то ли эти люди, они, ну, у них такие отношения, да, нездоровые стали, потому что изначально они не должны были быть вместе. Ну, всякое в жизни бывает, да, и случайности всякие бывают, и даже как целенаправленно, да, бывает. Но вот они отдаляются и отворачиваются друг от друга. Мужчина и женщина. Я не вижу для них возможности что-то изменить. Я не вижу возможности, что они там помирятся, договорятся, либо опять подружатся. Нет, этого я не вижу. Наоборот, я вижу, что все больше и больше разрывается связь. И буквально сейчас она уже выглядит как эта тоненькая волосинка. А дальше она оборвется, и этих людей прям откинет друг от друга, причем откинет очень далеко. И еще эти люди по отношению друг к другу до конца своих дней будут испытывать чувство очень сильной антипатии, да? То есть, в принципе, даже если там пройдет и 20-30 лет, эти люди не захотят общаться, не захотят и даже видеть друг друга не захотят. Вот настолько они разрывают связи. Из-за чего это происходит, не показано, но показано, что происходит. Возможно, вы поймете, кто эти люди, да, возможно, вы сами знали, что так и должно произойти, либо надеялись, что так и произойдет. Да, так оно и происходит. Дальше показывают двух таких крупных русалок, но с очень короткими хвостами. Вроде русалка, а хвост прям короткий.
Русалки — это обычно обманщицы, лживые женщины, сплетницы, такие вот, знаете, коварные особы. У них очень короткие и мелкие хвосты. То есть, скорее всего, их влияние на вас, на вашу жизнь очень сильно сокращается. И также такими знаками часто показывают, что вот происки этих людей, они не могут реализоваться, либо они как-то будут заблочены, да. То есть и хотела бы она против вас там какую-то волну хейта запустить, но не получится. Да? Никто не поверит, никто слушать не станет. Вот они, возможно, как две эти сестренки, может быть, они такие вот прям подружки, а может, действительно родственницы, но хвосты у них такие мелкие. Но с таким хвостом прям не уплывешь, скорее всего, утонешь. То есть время этих русалок заканчивается. То есть, возможно, там у них совсем чуть-чуть еще времени осталось, и дальше все про них забудут, никто на них внимания не будет обращать. Мужчину показывают, пустой бокал бросил на землю. Возможно, это отказ от алкоголя, от вредных привычек в целом. И еще, может быть, у мужчины как выбор будет сделан в любви. Да? Мужчина бросает чашу, он делает свой выбор. То есть он не пьет из этой чаши, да, не сравнивая там из разных чаш то, что он пьет, а он одну чашу выбрасывает. Ну, конечно, больше похоже на отказ от вредных привычек. Опять же, не только алкоголь, да, разные бывают вредные привычки. Но вот вижу, что чашу он бросил. Это даже как-то для него принципиально, да, это проверка его на прочность, на умение держать себя, на умение быть верным своему слову, да. Сам себя проверяет. Ну, я так понимаю, что будет держаться, наверное, ему будет нелегко, но тем не менее, прям постарается больше к этой чаше никогда не прикоснуться. Но с пола он точно брать не будет. Это прям гарантия. Также вот вижу у кого-то буквально вот какое-то новое дело на пороге стоит. Дело, которое каждый хочет, но не каждому дано. Вообще у вас такая картинка странная, да? Люди бегут за лошадью, а лошадь приходит к вашему порогу. Другим людям она не дается. Других людей она кусает, либо лягает, этими ногами задними бьет. Но тем не менее люди бегут, и эту лошадь пытаются к себе приманить, а лошадь именно придет к вам. Может быть, это выбор, да, выбор, который будет сделан в вашу сторону. То есть будет много конкурентов, много кандидатов, но выбор будет сделан в вашу сторону. И также, возможно, только вам под силу оседлать эту лошадь и на ней кататься, да, на ней ездить. Хотя другие тоже очень сильно хотят и даже готовы там и терпеть, и учиться, и на всякие там жертвы идти, но нет, лошадь их к себе не подпускает, зато она идет к вашему порогу. Здесь у кого-то даже отыграется, что вы ничего не делаете, но рабочее предложение либо бизнес-предложение придет к вам само. Вот это вы очень удивитесь. Прям очень-очень удивитесь. Ну, понятно, что эти конкуренты будут возмущаться, либо будут что-то там, знаете, в вашу сторону говорить, но вы не слушайте, знаете, что им просто обидно, и эта лошадь им не далась. Вот и все. От обиды они такое говорят. Дальше показывают лилию. Ну, лилия — это королевский цветок. Лилиями очень часто новые романы показываются. Да? Вот начинается роман между мужчиной и женщиной. И также какие-то очень необычные подарки, да, которые вы можете получить. Поскольку это гадание общее, лилия, правда, вышла с правой стороны, с вашей стороны. То есть это именно для вас. То, что сделает вас счастливым человеком, то, что вас порадует. У кого-то действительно стартанут новые отношения, причем по лилии очень страстные отношения, а кто-то из вас получит подарок. Причем подарок, ну, буквально вот королевский подарок, да, шикарный подарок получите. От кого, не могу сказать, либо с кем будут отношения, не могу сказать, потому что не показали. Просто вот лилию видите, да, вот она лилия, лилию показали. Дальше, вот тут самолет. Но самолет какой-то необычный, а такой, знаете, вот с этим пропеллером, да, не знаю, как называется, либо не помню, как называется, тут что пропеллер там у него есть. Ваш самолет, несмотря на какие-то тучи, несмотря на какие-то сети, вот как будто бы небо сетью затянуто, вот найдет лазейку и таки пролетит.
пролетит, вылетит. Кстати, если вы куда-то будете лететь, ну, у вас вот такой маршрут, да, что вы будете пользоваться перелетами, да, на самолетах летать, то, возможно, самолетик будет не новый, может быть, немножко такой подуставший, но он такой шустрый, он такой дерзкий. Долетит, довезет вас, все будет хорошо. Но если мы будем рассматривать в эзотерическом смысле, несмотря на то, что время непростое, несмотря на то, что есть какие-то там помехи, не очень хорошие условия, но ваша мечта либо ваше желание все равно исполнится. Даже в момент, когда будет казаться, что все, вот не подходи, да, ничего не будет, все равно вы найдете такую лазейку, либо откроется такой путь, благодаря которому ваша мечта точно исполнится. Дальше показывают по центру гороховый стручок. Здесь 1, 2, 3, 4 горошины. А это какие-то 4 уникальных, судьбоносных, фантастических таких вот событий, да, как сюрпризы, еще можно сравнить с сюрпризами. Это то, чего вы не ждете, но что вы получите в дар от судьбы, в дар от Вселенной, допустим, да, от высших сил. Горошинки маленькие, но удаленькие, да? Не переживайте, что они маленькие. Главное, что это к вам идет, прям влияет на вашу жизнь и влияет на вашу судьбу. Этот горох еще долго будете вспоминать, эти события будете вспоминать. Какие-то уникальные события, да, как сюрпризы мне идут. 4 сюрприза, 4 ситуации, 4 каких-то необычных события. Это все для вас. Это для того, чтобы вы себя лучше чувствовали, чтобы больше радости было в вашей жизни. Как награда, да, вы заслужили эти 4 события. И на линии судьбы, ну, точно на вас повлияет и повлияет очень хорошо. Дальше показывают женщину. Женщина в шубе. Шуба — это прям знак респектабельности, да. Я-то понимаю, что это вы в шубу оделись. Может, в прямом смысле слова вы купите себе шубу, либо кто-то вам подарит шубу. Но если такое не произойдет, тоже не отчаивайтесь, это ваша респектабельность. Это люди начинают вас больше уважать, лучше к вам относиться, больше к вам тянуться, буквально вот прислушиваются к каждому вашему слову. Ну и выражают, да, выражают свое уважение, причем не стесняясь выражают. Вам будет очень приятно. Ну, такая, знаете, уважаемая дама, всеми любимая и уважаемая. Кстати, еще и ваш авторитет растет. Авторитет может расти и в семье, и в обществе, и в коллективе, да где угодно. Вы прям этого не ждете и, возможно, об этом не думаете, но вы это получите. Еще показано, что вы в какую-то игру будете играть. Игра, в которой вот как будто бы вы проигрываете, но на самом деле вы выигрываете. Либо вот как последний этот решающий ход, и вы выигрываете. То есть сначала вам совершенно не нравится эта игра, и вы думаете, что я проигрываю, либо против меня играют не по правилам. Но вот итог игры — это ваш выигрыш. Вот выиграете, несмотря на вот эту историю, несмотря на то, что было изначально, вы выигрываете. Тут вы точно сами себе не поверите, но вас все начнут поздравлять, и деваться некуда, да, поймете, что вы выиграли. Игра может быть как вот игра на самом деле, так и игра с кем-то, либо за что-то, да, вот как-то так идет. Ну, вы все разные, все-таки общая отсыпка. Дальше показывают слоненка, который вот буквально на задних ножках танцует. И хобот свой прям очень так задрал, да, как будто бы таким странным углом задрал вверх. Слоненок маленький, но удаленький. Танцует, значит, радуется. Слоны у нас что? Здоровье, деньги и ваше общее состояние. Ваш слоненок точно радостный, веселый и танцует. Да, деньги кому-то придут, у кого-то в здоровье какие-то хорошие улучшения, изменения будут происходить. А у кого-то, в принципе, появится много поводов для того, чтобы не грустить, но радоваться жизни, радоваться тому, что происходит с вами и происходит вокруг вас. Дальше. На какие-то неприятные события показано, но, знаете, вас предупреждают, что это все как-то быстро
пройдет, либо, может быть, сильно вас не заденет, да, какие-то неприятные события. То есть, если что-то негативное будет происходить, не спешите расстраиваться, знайте, что это прям временное явление, и скоро все закончится и пройдет. Ну, либо вас это особо сильно не заденет, не зацепит. Ну, так должно, наверное, быть, да, либо, ну, так вот случилось, да, сложились так обстоятельства, что вот негативные события показаны. Что это конкретно, не могу сказать, но вы из себя не выходите, и бояться вам не надо. Как-то очень быстро это все пройдет, уйдет и не будет. Дальше 8. Из 8 как будто бы монетки выпадают. Ну, 8 это все-таки про работу, да, рабочие моменты. И кто у меня прям работает в поте лица, трудится, знаете, что монетки начнут сыпаться. Это не купюры, это монеты, то есть речь не о каких-то больших суммах денег, но вполне себе приемлемых. Так что на работе ждите изменений к лучшему. Дальше показывают мужчину. Мужчина как будто бы на птице летит. Птица большая и сильная. Может быть, какое-то официальное письмо для мужчины, либо мужчину вот именно в официальном таком виде куда-то позовут. И мужчина сорвется и полетит, да, потому что такое редко бывает. Редкая, уникальная возможность для мужчины. Но мне больше идет, что какое-то официальное приглашение, либо какой-то документ, может быть, да, мужчина хотел этот документ, ждал этот документ, и вот этот документ придет. У кого-то отыграется, что, возможно, мужчина привезет вам какие-то документы, либо передаст вам какие-то документы, и вы, пожалуйста, эти документы не игнорируйте. В этих документах нечто важное для вас кроется, либо для вас, для вашей семьи, для вашего общего будущего. Вот, не игнорируйте, не пропустите и отнеситесь правильно к этому всему. Кстати, еще таким знаком могут показать повышение для мужчины. Повышение, да, мужчина взлетает все выше и выше. Ну, у кого будет повышение, вы действительно этого заслужили. Я вас искренне поздравляю. Дальше тут показывают девушку. И девушка большого жука за усы схватила. Вот она его не боится, этого жука. Наоборот, она схватила его за усы. Ну, это точно к богатому поклоннику. Девушки, женщины, мои хорошие. Возможно, вы как раз-таки и хотели, да, мужчину, чтобы состоятельный был и состоявшийся. Может, вы устали, да, все на себе тащить. Просто задолбались за всех работать и на все работать. Ну вот жуки, женихи, да. Кстати, жуками еще и богатство показывают, но у кого-то, да, именно какое-то прибыльное дело, прибыльный проект, но мне почему-то больше идет, что это жених. Жених, которого вы буквально схватите за усы. А может быть, вы на этого мужчину такое впечатление произведете, что он буквально влюбится в вас с первого взгляда. И все, покорите, просто покорите, и будет ваш. Кстати, усы длинные, возможно, отсылка к тому, что у мужчин на лице будет растительность. То есть усы, борода, может, там и не длинные особо, но тем не менее будут присутствовать. Вот, имейте это в виду. Так, и еще я вижу, что вы наконец-таки на что-то решитесь, на что вы не решались, ну, прилично так времени, да, может, и год не решались. Ну, может, и не год, но вот долго не могли решиться. Вы все так отодвигали, сдвигали, переносили. То время было не то вы уставшая, то там еще что-то, там какие-то технические моменты. Вот наконец-таки вы решитесь, и вы точно не пожалеете. И вижу, что вы сами себе вот как будто бы спасибо говорите, да, что вот слава Богу, да, ты молодец, ты решилась. Вот прям порадуйтесь своему решению и порадуйтесь, что вы за это возьметесь. Наконец-таки вы за это возьметесь. Опять же, хобби, работа, что-то лично важное для вас, да, но вы начнете это делать. Не могли, почему-то не могли, долго откладывали. А теперь вы этим занимаетесь и сами себя благодарите. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.